На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Единым фронтом в Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений вооруженных сил Республики Абхазия и России. Цель – сохранение абхазских сортов винограда. ФАО ООН провели двухдневный тренинг для виноделов и виноградарей Абхазии. BBC «Планета Земля» на абхазском. Обновленная версия. Совместный проект первого мобильного оператора Абхазии, компании «Аквафон» и Абаза ТВ. В республике проходят совместные тактические учения подразделений вооруженных сил Абхазии и России. Маневры носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей республики. Съемочная группа Абаза ТВ побывала на месте учений. Все подробности у Анастасии Никоновой. Совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений вооруженных сил Абхазии и России проводятся с целью синхронизации действий войск при выполнении задач боевого предназначения. В первую очередь, как отметил заместитель министра обороны Абхазии, учения носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности нашей республики. Ирубас ялахон абшбет бригада резерв рчитлет архутат хутак на лымкала Аквафон рцхра арала на пахгара на арала дар русуц яларх на рчито группа ялов дар русуц верцина реги рцхра бзенги хвартетрх яла дар хуит ирубас азам танарат мазураз хызгоко архутак бзербзана артиллериям чхорома аршагава арома ялахна ирубаски ويبسدي بروار فرقة قال رخنا شو زغزر خسر كوي خرق شو بيخا زاتشني محرة وزم زيك ريما در ريك شر زيكرلا خيب زيني عدر بشيت خم قد ميسز جو يغرز زيك وبوديرا تشكارا كوي كلاز كي يبزيني شاكدر شو زيك خسر جيوم يري جسني حلا قال وابجرنا ويبسدي بروار فرقة يغنز حزحنا جري جسرب يبزين يا خادر بشيد الأوبراتور ش يبزين يقدرش ترتواسكوا شيء زيقرو يبزين مسنيتي. В ходе учений отрабатываются приемы и способы действий войск, сил и средств при выполнении задач обеспечения боевой безопасности Абхазии. Особое внимание уделяется внедрению в практику учений опыта военных конфликтов на современном этапе. Подразделения выполняют задачи с применением разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Управление наше, также и личный состав, получил большую практику. Сегодняшний день новые методы проведения учений есть с привлечением беспилотных летательных аппаратов, новые виды ведения боя, новые виды разведки с привлечением беспилотных летательных аппаратов провели на высшем уровне. Личный состав получил опыт и практику. За учениями наблюдал министр обороны Абхазии. По завершении первого этапа Владимир Ануа дал свою оценку подготовки подразделений вооруженных сил Абхазии. يشتتوا عشرة نعلو يبخذوا جروبا شوب يخا بزين شخاشر بشيت وبزين توب هشاسحوت علينا خصجي هيكشلاروب شرشيز يتزج شعاع حزيكور شو شعاع يحزيد قالو عمري إن شاء الله خد يدوروا ووس هردا شعاع وخار وبرع أتنشر زاي وخد أتنشر علوت أما شرش قبلازا شبخ عبزيرش بشزات يخا يتعلو فرني عن عبرويشا أخا نسيج بيتي شعز أما شر على رويتو بلزهن أسينو عم شزهن وسزودزوم أكو زوم أخا أنا وخشلوب يتصي جتسي وسروان
Ицеги, Маншалан, апрелизуя не та, Ицеги бригада канала Рухуна, Айкшираку Алот. Также впервые в ходе учений была внедрена информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатовая. 30-летие со дня основания Государственного комитета Абхазии по репатриации отметили торжественным вечером в Абхазском драматическом театре в четверг, 23 марта. Глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба зачитал поздравления главы государства работникам Госкомитета. Абсангела хахам базамуткара дилага ичкан, абсна джинчтуа бейбашра, яхая нила девиз антаз. Згив фипшини вигаха шукса, полькырам за евюхпаца. Ари акт шахат раван, агурагарагях натум, ярласна, аяйра харай шахтхос. Джинчуар турых, а репатриация ядпала зараква нацакду шрым. Абсангелах, ахам база манкара билага усура, как называют абснат манкара конституция закон. Выдачезники шахатравы джинджуар турых тупсангелах рахам бра, аус акырдза яцанаква. И видео башупсахас хайлак ачапхи ибгулу ахуркухадапа чьярала ядакдзой. А репатриация рахам баус айчкара. Адаптация рахасра. Рабдуцер джинч делахна анхари анцера из атагыла зашапсия абцара уба быс егерти. Абсар белахахан вазаханкара белага абсу диаспоры абснат надкара и мазду и хадару успарту. Айлака навгайцвей, аузуйцвей и рабзурана Туртулан, Шамтулан, Иордания, Насран, Ярубас, Егерт, Ахадрс, Ледова Парлан, Джинджуар, Турук, Садгилах, Рахатба, Алашахай. Харт Яхтахуб, Адам Манкара, Куртнейн, Хо Хашца, Вилдырлазерц, Абсны, Дарге Харги Азейпшу, Айнашка, Турук, Садгилах, Рахатба, Яснак Хазапшу. Хамчку и Лацана, Хальяхурку и Бетана, Харти Халшой, Югу и из Хазыгу, Аматкара, Аргулара. Айлака Узуча, и взерашуй Агвабзера, Аманчалара, Атынча, Абсны Апейпшлаша Ахтзала, имя Бульбу Аускурна, Айхтарапа, Абсны Хада, Аслан Жене. После поздравительных речей представителей государственных структур и гостей, прибывших на празднование из Турции, Иордании, Ливана и Республик Северного Кавказа, государственная хоровая капелла исполнила песню о махаджирах «Щищнани». Концерт продолжили популярные эстрадные артисты и танцевальные коллективы республики. И мы хотим пожелать мира, благополучия, процветания всему народу Абаза. Всем, в чьих жилах течет кровь нашего древнего, красивого, мудрого народа. Абзира Башемас. Варатари, Рада Буша, Яха Шарда Буша, Яха Хашта Буша, Аринахас, Шата Буша. Видеоотчет с торжественного вечера к 30-летию Государственного комитета Абхазии по репатриации смотрите в нашем субботнем эфире в 19:30. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил с днем рождения председателя московской абхазской диаспоры Беслана Агарба. В поздравительном адресе главы государства, в частности, говорится:
Возглавляя московскую абхазскую диаспору, являясь членом Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, вы с честью представляете культуру и традиции народа Абхазии в Российской Федерации. Свойственные вам энергия, профессионализм, деловые и личные качества являются достойным примером для каждого абхаза. Ваша деятельность в области благотворительности, добровольного и безвозмездного развития науки, искусства, здравоохранения и образования высоко ценятся руководством и народом Республики Абхазия. Конец цитаты. Инал Ардзинба принял участие в международном бизнес-форуме «Бизнес-диалог на евразийском пространстве», проходившем в Индии. Министр иностранных дел Абхазии отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии. Кроме того, Инал Ардзинба подчеркнул, что руководством республики уделяется особое внимание развитию туристического сектора. Создаются инфраструктурные условия для полноценного развития туристического сектора в условиях возрастающего туристического потока в республику. Абхазия готова к активному взаимодействию и реализации совместных инициатив, подчеркнул Инал Ардзинба. Наряду с этим глава МИД Абхазии отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией. В Кабинете министров прошло заседание рабочей группы по определению положений и границ природных заповедников, созданной распоряжением премьер-министра от 21 марта. Рабочей группе поручено подготовить проекты актов правительства, направленных на учреждение положений и границ указанных заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Рабочей группе также предстоит подготовить предложение о приведении в соответствии с законодательством Абхазии организационно-правовой формы государственных организаций и юридических лиц, осуществляющих управления указанными территориями, сообщает сайт правительства Абхазии. Сообщение спасателей. Школа в селе Аракич накануне поздним вечером практически полностью выгорела в результате пожара. Огонь тушили 6 пожарных расчетов. Глава ведомства Лев Квициния выехал на место происшествия. Частично спасти удалось лишь несколько помещений на первом этаже. Ученики сгоревшей аракической школы будут учиться в селе Атара, рассказал спутник глава отдела образования Чимчирского района Тимур Гиндия. В школе 76 учеников. С сегодняшнего дня у детей начались весенние каникулы. После них учеба продолжится в другой школе, которая в 2 километрах от села Аракич. Детей будут возить на автобусах. В Атарскую школу переедут и учителя. Туда же привезут уцелевшие после пожара парты и доски. Стены школы уцелели. Ее можно будет восстановить. Помощь предложила армянская диаспора, добавил Гиндия. График отключения электричества в Абхазии изменен. Теперь свет во всех районах страны будут отключать на 3 часа в сутки. В связи с прекращением перетока электроэнергии из Российской Федерации и переходом на подачу электроэнергии из Унгургэс с 0 часов 25 марта будет действовать новый график ограничений, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Сам график вы можете видеть сейчас на своих экранах, а также ознакомиться с ним на официальных ресурсах Черноморэнерго и страницах информационных агентств. Информация правоохранителей. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено несовершеннолетнему жителю села Псоу. Согласно материалам уголовного дела, юноша 2007 года рождения, действуя из корыстных побуждений, путем взлома замка входной двери проник в дом потерпевшего, откуда похитил бытовую технику, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Заявление, ранее имевшим место преступления, поступило в дежурную часть Сандрипского отдела милиции 28 января текущего года. Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был установлен и впоследствии задержан. Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции поселка Цандрипш в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято похищенное имущество, а именно зарегистрированы в установленном порядке в разрешительной системе МВД автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм. Боеприпасы аналогичного калибра в размере 150 единиц, пневматическое ружье, а также бытовая техника. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 и части 1 статьи 221 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Обвиняемый в содеянном сознался и отпущен под присмотр за несовершеннолетним.
Жителю города Гал Бурчулая Ливану Лашевичу 2001 года рождения вменяется грабеж, совершенный в крупном размере. Последний, находясь на территории одного из гагарских отелей, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 120 тысяч рублей у жительницы города Якутск. Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска и МОП УВД по Гагарскому району. Похищено изъято. Ливан Бурчулай заключен под стражу. Расследование продолжается. Отдел дознания Гагарского управления внутренних дел продолжает расследование уголовного дела по факту кражи, имевшей место в центре города. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, Б, В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса, предъявлено 4 несовершеннолетним лицам. Подростки 2005, 2006 и 2007 годов рождения путем взлома металлопластиковой двери проникли в магазин по проспекту Владислава Ардзенова, откуда похитили терминал для оплаты банковскими картами и бытовую технику, а также 150 новых сим-карт сотовых операторов Абхазии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий последние были установлены и задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району. При личном досмотре у молодых людей обнаружены похищенные предметы и изъяты. Согласно постановлению дознавателя, подросткам на время проведения следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. Цель – сохранение абхазских сортов винограда. Проектный офис продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО ООН в рамках программы «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии» провели двухдневный тренинг для виноделов и виноградарей республики. Мероприятие собрало больше 40 заинтересованных участников, а проходил тренинг в конференц-зале на заводе «Вина и воды Абхазии» и виноградных плантациях. Наши корреспонденты побывали с абхазскими виноградарями в поле. Репортаж Марианны Котовой. Профессор Жан-Филипп Роби объясняет абхазским виноградарям и виноделам, как нужно обрабатывать почву на этом участке, чтобы корневая система винограда получала как можно больше питания. Он нашел срез почвы и рассказывает о недостатках и преимуществах. Конкретно в этом месте есть плотный слой, который удерживает влагу, избыток, который не нужен винограду. Но он не такой толстый, его можно разбить. Вам повезло, что он наверху. Жан-Филипп Роби – профессор. Он занимается наукой и преподает в научном институте виноградарства и вина в Бордо. 25 лет он изучает влияние климата и природных условий на урожайность винограда разных сортов. С первого взгляда на плантацию профессор видит, какие недостатки и достоинства у этой земли. Это трава, которая характеризует, что на этой почве есть застаивание воды, и значит, что здесь есть застаивание воды. Но вообще тренинг начинался с теоретической части. В первый день специалист поделился полезной информацией о закладке виноградника, выборе участка и подготовке земли и методах посадки виноградной лозы и прочем. По мнению Жана-Филиппа Роби, у Абхазии большой потенциал в плане виноделия. И при грамотном подходе культивация эндемичных видов винограда и изготовление уникальных вин может дать и экономический результат. Среди более региональных сортов, таких как Сафирелли, и даже некоторых местных сортов, таких как Качич, я думаю, есть реальное преимущество в мире торговли винами. Они имеют огромную типичность, яркую идентичность, чтобы отличаться от других вин. Наряду с производством уникальной продукции нам, конечно, нужно и массовое производство вин. Однако идентичность передается с уникальными продуктами. Сегодня за пределами Абхазии эти местные сорта нельзя найти. С их помощью можно произвести отличное вино. В ближайшем будущем я буду упоминать их как характерные вина для этой страны, чтобы они стали известны европейцам, таким как я, и, возможно, в дальнейшем в Северной Америке и на больших рынках по всему миру. Пригласить в Абхазию специалиста подобного уровня было большой удачей. Без помощи ФАО это сделать было бы невозможно. Организация придерживается принципа обучения инновационным методам в сельском хозяйстве. Этот проект стартовал больше года назад, и его основа – сохранение эндемичных сортов винограда, таких как Качич, Абгач, Ацгоу и другие. В планах создание питомника, чтобы саженцы были доступны всем желающим, и генетическое исследование сортов.
ФАО запускает проект, где мы будем выращивать эти эндемичные сорта на коллекционном участке в Ачадаре, в Сухуме. Мы будем пытаться сохранить и размножить их вместе с ассоциацией, чтобы впоследствии распространить на всех виноградниках Абхазии эндемичные сорта, которые можно будет выращивать и из которых можно будет производить вино. В будущем мы хотим провести генетический анализ эндемичных сортов винограда в Абхазии. Это во-первых. Затем провести тестирование на вирусы, чтобы убедиться, что сорта, которые мы хотим размножить, будут безвирусными. В тренинге приняло участие более 40 человек, так или иначе связанных с виноградарством и виноделием. Многие из них состоят в Ассоциации виноделов Абхазии, молодой организации, которая всячески пытается возродить винодельческую культуру. Основная наша задача, с чего бы мы хотели достичь, каких целей, это возрождение именно автохтонных сортов винограда. Потому что есть источники, которые мы нашли, в которых написано о том, что в Абхазии было в районе 50 местных, именно локальных сортов автохтонных винограда, которые на сегодняшний день абсолютно утеряны. Сегодня мы знаем 15, но это все собрано по крупицам, и у нас это нету в таком большом масштабе, чтобы могли засаживать все желающие. Конечно, мы здесь можем сажать и французские сорта, ну и какие угодно, но наша уникальность и индивидуальность именно нашего вина будет достигнуто тем способом, что мы будем делать это вино именно из наших сортов винограда, которые не встречаются нигде в мире. Тренинг, который организовала ФАО, стал большим подспорьем в деле возрождения виноградарства. При содействии международных организаций абхазские виноделы имеют возможность получать необходимую информацию и помощь от передовых специалистов мирового уровня. У нас нет такой свободной возможности передвигаться по всему миру, учиться и так далее. Вот приезд специалистов, причем очень высокого уровня, конечно, для нас важен, потому что это опыт, которыми они могут с нами поделиться, опыт, который не сегодня, не вчера, уже сложенный тысячелетиями. К сожалению, у нас, конечно, тоже было виноделие, мы все это знаем, но, к сожалению, это было многое утеряно из каких-то там определенных составляющих. И во время Советского Союза стояли совершенно другие задачи, не сделать качественное вино, а просто взять количеством и так далее и тому подобное. Поэтому какие-то вещи мы потеряли, и сейчас вот благодаря таким приездам специалистов мы, конечно, набираемся опыта, и это очень для нас важно. В Абхазии должно процветать виноделие. Традиции еще живы. Осталось восстановить утраченные знания и сорта. И эти задачи вполне осуществимы благодаря проекту ФАО ООН «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов Абхазии», который осуществляется совместно со швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Марьяна Котова, Абаза ТВ. У Сухумского района появился герб. Состоялось очередное заседание Сухумского районного собрания с участием главы администрации Алхаса Читанава. На заседании депутаты единогласно утвердили официальный герб района. Автором символики стал художник Батал Джапо, который также был приглашен на заседание. Депутаты рассмотрели 3 варианта герба, из них выбрали герб Гума. Презентацию Абхазии на площадке известного немецкого бренда «Сиематик» организовал под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия представитель ТПП в Германии Вольфганг Мацке. Презентацию посетили бизнесмены разных сфер деятельности, представители культурных и политических кругов Германии, журналисты. В ней участвовали полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба и проживающие в этой стране представители абхазской диаспоры Валентина Граупнер, Хватландзе из Саксонии и Валентина Маргания, Маан из Берлина. Хибла Амичба вкратце рассказала о потенциале нашей республики и о проводимой работе по линии внешних связей с зарубежными странами. Совместный проект первого мобильного оператора Абхазии и компании «Аквафон» и «Абаза ТВ». С сегодняшнего дня запускаем на канале обновленную версию документальных фильмов BBC «Планета Земля». Это образовательный видеопроект о живой природе. В рамках проекта на канале «Абаза ТВ» будет показано 7 документальных фильмов о малоизученных уголках нашей планеты, богатейшей флоре и фауне, невероятных по красоте пейзажах Земли на абхазском языке. Предлагаем вашему вниманию проект, снятый BBC в режиме сверхскоростной съемки в обновленном формате. Первый фильм называется «Большие равнины». Много лет подряд мы
тесно сотрудничаем с телекомпанией Абаза ТВ. Каждый раз мы приглашаем съемочную группу Абаза ТВ на наши мероприятия, на презентации проектов, которые реализуются при спонсорстве компании Аквафон. И каждый раз сотрудники компании Абаза ТВ выдают качественный продукт. И сегодня мы рады сообщить о том, что мы выходим на другой, более качественный уровень нашего сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве с компанией Аквафон для нас это знаковое событие. Если мы раньше работали активно в информационном направлении, сейчас расширяем. И это будут фондовые программы, программы на абхазском языке и программы с уклоном на образование и культуру. И первый проект, который мы запускаем сегодня, это BBC «Живая природа» на абхазском языке. У этого проекта есть очень существенное дополнение. Трансляция программ предусмотрена не только в эфире Абаза ТВ. Со временем мы готовы все программы предоставлять Абхазскому государственному университету в образовательных целях, а также вообще все учреждения образовательного направления. Это могут быть и школы, это могут быть училища Республики Абхазия, которые могут использовать в учебных целях эти образовательные фильмы. Повторюсь, для нашей редакции, вообще для СМИ, такое партнерство с бизнесом, это поддержка СМИ, это благотворительность для этих компаний. И мы с благодарностью хотим об этом заявить. И этот круг сотрудничества Абаза ТВ со всеми структурами в нашей стране, с организациями, которые готовы заниматься благотворительностью, мы будем расширять. И, естественно, это положительно отразится на политику вещания Абаза ТВ и увеличит ассортимент, скажем так, образовательных и культурных программ. Первый выпуск проекта смотрите в нашем эфире. К 95-летию со дня рождения известного абхазского филолога-литературоведа Владимира Анкваб и 30-летию победы и независимости Абхазии в Центре абхазо-адыгской филологии имени Владимира Анкваб Абхазского государственного университета состоялся конкурс на лучшее чтение стихов Владимира Анкваб. Подробности в нашем эфире в материале Фаины Матуа в рубрике «Амш Ахтыс». Документальную хронику «Матери, пересилившие боль», посвященную событиям 30-летней давности, телекомпания Абаза ТВ предлагает вашему вниманию в эту субботу в 20:30. Проект о собрании общественности республики, состоявшемся в Доме культуры города Гудаута 25 марта 1993 года. Участники встречи рассказали о том, как тогда родители погибших, преодолевая боль потерь, призвали руководство Абхазии и армию продолжить Отечественную войну народа Абхазии. Автор проекта — журналист Руслан Хашек.
В Российском этнографическом музее открылась выставка «Женщина дома и в гостях», подготовленная старшим научным сотрудником отдела этнографии Кавказа, Средней Азии, Казахстана Рицей Зельницкой. Центральное место на выставке занимает домашнее пространство абхазской женщины. Женский костюм, представленный на выставке, хронологически относится к концу 19-го, началу 20 веков. Дополнением к костюму являются предметы рукоделия, женское седло, нагайка, музыкальный инструмент ачамгур. Особый интерес представляет конский нагрудник. География происхождения для исследователей пока неизвестна. Хронологически он был сделан на заказ в середине 19 века. На предмете есть надпись «Для дочери абхазов Марьям». Из этого можно предположить, что она была представителем рода Чачба. Богатый конский нагрудник сделан из золота. Не менее ценными предметами женского костюма являются представленные на выставке абхазские веера. Они были привезены в 1920-е годы из села Колдахвара. Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гадели и солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба 30 марта представят Абхазию на исторической сцене Государственного академического Большого театра России в концерте «Весенняя фантазия», приуроченного к десятилетию органа Глаттер-Гёц. Как написал на своей странице в Facebook Лука Гадели, «Безусловно, нам очень приятно быть в чудесной компании выдающихся музыкантов современности. Это будет мое второе выступление на прославленной сцене, но эмоции зашкаливают, как и в первый раз. Помимо традиционных классических номеров, мне удастся сыграть и свое абхазское каприччо на величайшей сцене мира. Фантастика». Сейчас о погоде. В выходные дни 25 и 26 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, густой туман. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.